Я пока начну текст, да, буду говорить, а потом уже подтянутся слайды. Первый слайд будет об ассоциации, да, потому что мы от имени нашей профессиональной ассоциации, которой 19 лет в августе исполнилось, то есть на следующий год 20 лет. И мы прошли, как я всегда говорю, очень трудный путь от эксперта до регулятора. Сегодня мы позиционируем наверху, что мы не только эксперты, а мы регуляторы, потому что мы не хотим быть заложниками тех чиновников, которые постоянно меняются и очень так облегченно думают о библиотеках. И в основном сегодня опять скатились вниз, то есть опять 0,25 ставки, 0,5 появилось, опять директора школ говорят, иди учебники выдавай. То есть абсолютно не понимают нашей работы, и те специалисты, которые в те годы специализированную, да, получили подготовку, да, 5 лет, они вынуждены вот сегодня в таких условиях жить. И вы знаете, мы пробивали педагогический статус работников, и мне даже повезло, что я в Новоогарёво была, у Людмилы Александровны Путиной, когда она была первой леди, дважды звонил Владимир Владимирович Путин. Представляете, первое лицо государства мы включили в школьные библиотеки. Я счастливо ехала, даже поехала к Матроне, свечку поставила. Думаю, ну все, прогресс, сейчас мы прорыв сделаем. И опять мы, ребят, скатились, потому что пришел министр образования, несмотря на то, что, наверное, запись идет, я скажу громко. Потому что только цифровизация, идет перекос технологический, потому что цифровизация – это средство, и получается примат средства над целью. Ради чего-то информатизация, цифровизация в школе идет. Вы посмотрите, мы уже 30 лет отстаем от наших специалистов за рубежом. Да, когда пошла информатизация, конец 80-х, начало 90-х, куда оставили в первую очередь компьютер? В библиотеку. В составе слушателей на повышение квалификации номер 1 стоял школьный библиотекарь. Почему? Потому что он главный контентщик. Он специалист. У нас старый компьютер ставили в библиотеку в 90-е. И я работала в начале 2000-х начальником отдела в Минобре. Значит, когда я к замминистру попала, я сказала, почему в составе слушателей нет школьных библиотекарей? То есть кого угодно, даже учителей по пению, я хорошо к ним отношусь, да? Там, кого угодно посылали на курсы, кроме школьных библиотекарей. И вот сегодня идет цифровизация, и опять мы в самом конце. А через библиотеки можно прорыв школы сделать. И поэтому наша сейчас задача, и в понедельник будет наш профессиональный праздник школьного библиотекаря, слетаются за свой счет актив нашей ассоциации, стратегкомитет, и мы идем навстречу Министерства просвещения для того, чтобы сформулировать им, ну и потребовать, чтобы регулирование школьных библиотек России шло на основе общественно-государственного подхода. Мы 24/7. Вот я вчера 3 часа ночи по вашему времени, а наши все пишут. Я говорю, ребята, мне 3 часа ночи, а мы все в теме, вот, мы все работаем. Поэтому наша задача вот сейчас регулировать. И та акция, как получилось, та акция, которая, можно следующий слайд, та акция, о которой Ольга Михайловна рассказала, право ребенка, да, на библиотеку, мы повторяем. В прошлый раз мы собрали 500 000, а мне вот это и это держать. Так, кто? Так. Я буду просто вам говорить, да, следующий год. Вот это, под этот слайд я говорю, да, и та акция, которую мы сегодня проводим, в прошлый раз, 5 лет назад, можно следующий.
значит, та акция, которую мы проводим, мы собираемся собрать 1 миллион подписей. И мы не в министерство это принесем, а нашему президенту. Я уже в администрации президента договорилась. И поэтому, знаете как, хочется прорыв наконец-то сделать. Ну сколько вот лет жизни вы отдали профессии, и меня держат люди в профессии, потому что я проехала вдоль и поперек, и везде вот такие фанатики. Понимаете? Я была даже, когда стреляли в Грозном, и у коллеги у своей, я была начальником отдела Минобра, она была начальником отдела Министерства образования Чечни. С 3 часов ночи в библиотеку решили, пешком через блокпосты. Понимаете? Учиться. И я переживала, думаю, сейчас что-нибудь попросят, а что я могу дать? А они встали и говорят, нам книг детских нужно. У нас у ребятишек погибли родители. Он приходит, говорит, тетя, я научился читать, дай мне сказку. А сказки нет. Он говорит, брали тетрадки печатными буквами. Ему первую его книгу в жизни писали. И мы потом отправляли, вместе, кстати, с детской литературой, отправляли коробки детским. Я у них теперь герой. Я туда приезжаю, радуюсь, как Чеченская республика поднялась, там удивительные люди, но они откапывали по 18 тысяч книг. Я потом, когда была у Кирилла, я рассказывала, как в Пушкиногорье экономят на все, библиотекари, да, приезжают к нам на форумы, а до 2 ночи работает почта России. Они говорят, когда еще приедете? Вы нам на полгода план выполнили. Библиотекари отправляют Пушкиниану, и все. На свои деньги покупают. Поэтому вот оно, понимаете, наше. И, конечно, я так сейчас разволновалась не только из-за презентации, но еще и из-за этой темы, потому что 71 год уже пошел старый, уже надо внуками заниматься, а я все туда же. Да. Так что мы готовим с вами прорыв. Хватит уже ждать, когда там, и тратить силы на мотивацию. Надо действовать. Значит, радостно, что мы сейчас с вами встречаемся в Международном месячнике. Замечательный, да, замечательный девиз. Каждый год мы то, что мировое сообщество придумывает, мы добавляем российскую тему. В этом году мы решили не менять, потому что это наше. Творчество, воображение – это то, чем занимается наше профессиональное сообщество. Вот. И тема моя, напомню, защита культурного кода России, да, и роль детских и школьных библиотек в этом вопросе. Сегодня тема патриотизма очень важна для наших детей, сознанием которых пытаются манипулировать и инагенты, и прозападно настроенные члены и нашего общества. И вот Владимир Владимирович Путин замечательно сказал на одном юбилее: Россия столетиями строилась как общий родной дом для людей множества национальностей и вероисповеданий. И он продолжил: никому не под силу разрушить такие российские ценности, как верность правде, справедливости, сострадание, готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всей страны. И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет. Мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков ради России, ее великой истории, великого будущего. Следующее. И сейчас, и в прошлом, и в будущем мы, библиотекари, в чьих руках хранятся книжные сокровища страны, сказала она и задумалась. 30 лет не комплектовались. Будем привлекать наших юных читателей к чтению лучших книг, которые учат справедливости, состраданию, чести, достоинству, душевной гармонии, любви к людям. И мы будем противостоять с вами неонацизму, так как это может делать только наша профессия. Профессия проводника в мир книг. И актуальные сегодня в плане составляющих нашей профессии – это библионавигация и библиография. Кстати, во время пандемии в Великобритании
вместе с центрами психиатрии, значит, книжные центры провели исследование и доказали, что 6 минут чтения правильной книги подросткам дают больше, чем психотропные лекарства. То есть библиопсихологию в 20-х годах кто у нас изобрел, и разработал? Николай Александрович Рубакин. И в странах Юго-Востока, где я стажировалась, и в Японии, в Шанхае, где я была, в Австралии, в Сингапуре, везде знают имя Рубакина. И сегодня вот этот библиотерапевтический вектор для нас очень актуален. То есть мы вот сейчас очень много делаем, открыли Рубакинский клуб, Курская наша организация, профессиональный институт развития образования, каждый год проводит рубакинские чтения. И мой научный руководитель по диссертации, известный библиотекарь Юрий Николаевич Столяров, он сейчас ушел со всех постов, остался только в учебном центре РГБ Ленинки, потому что все свое время посвящает расшифровке рукописи Николая Александровича Рубакина в отделе рукописи. Там все спалили, все, что было напечатано, оно в научном обороте. А вот то, что рукописное, это не расшифровано. А у него были в конце больные пальцы, и он даже сам потом свой почерк не мог расшифровать. Мы нашли в отделе рукописи женщину, которая хорошо понимает почерк Николая Александровича. И вот сейчас расшифровываем Рубакина зрелого. Повторю, что Рубакин учился в конце XIX века сразу на 3 факультетах. Сегодня бы сколковские ребята сказали: о, он миксовый специалист, потому что спрос на рынке труда идет сегодня на миксовых. Это раньше были физики и лирики, а сегодня миксовость. То есть ты гуманитарное образование, еще IT получаешь, а еще если третий какой-то, еще лучше. То есть сегодня вот такая, мы все-таки бабушки, да, мамы с вами, поэтому я еще с точки зрения этого говорю. И посмотрите, Николай Александрович, он учился 3 красных диплома в Санкт-Петербургском университете получил. На одном факультете он учился с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, на 2 факультете он учился с Бехтеревым, откуда библиопсихология, а на 3 факультете он учился с Владимиром Ивановичем Вернадским. И я читала переписку, у меня даже мурашки, я читала переписку уже в 30-х годах, то, что написал Владимир Иванович Вернадский, написал своему сокурснику Николаю Александровичу Рубакину. Знаете, какое у нас с вами наследие? Нам надо, конечно, сейчас на это опираться, потому что ребенок живет в стрессовой ситуации. Какой мир? Что мы с вами по телевидению видим? И он же на этом фоне живет. И поэтому вот эти основы, которые были заложены в нашей профессии, в книжном деле, конечно, надо сегодня и нам, современным библиотекарям, осваивать. Дальше. В этом контексте мы, как библионавигаторы, да, и вот раньше задавали вопрос, что читать. Как на этот вопрос Виктор Петрович Острогорский отвечал до революции? Что утешает и возвышает. Мне очень нравится эта фраза. И вот Фазиль Искандеры сказал в своих литературных заметках, что всю литературу он делит на 2 класса. На ту литературу, которую написал тот, кто имел хаос в душе. И вот этот хаос выплескивал. И на ту, которую гармонию. Да, человек понял, писатель, гармонию жизни. И это он нам дал. И он дальше говорил, что не может человек долго читать о психологии преступления, что ему нужно равновесие. Он говорит, а каждый век рождал пару. Пушкин, Лермонтов, дальше Толстой, Достоевский, 20 век, конечно, Ахматова и Цветаева. И поэтому чем меньше человек, тем более равновесная литература должна быть дальше. И вот я была в Пушкиногорье, купила, к сожалению, ушел Валентин Курбатов из жизни. Представляете, жене пошел покупать
цветы на 8 марта и шел по дороге и умер. И вот я переписку его с Валентином Распутиным купила, ну, заглёб читала, и вот вам слова из этой книги. Они страдали за духовное здоровье нации, за влияние на это здоровье современной литературы. И Курбатов с болью написал Распутину: очень похоже, что никакой России может не остаться вовсе, а борьба за нее переносится из парламента в человеческое сердце, в каждую отдельную душу. Это в 93-м году он писал. Надо просто сохранить человека, сберечь простое его сердце и живую душу. Никто, кроме культуры, этого не сделает. Иногда такое отчаяние охватывает и такой стыд, что хоть беги ни за страну, ни за правителей наших, а за нашу современную литературу, за то, что она втягивается в те же средства противостояния и оставляет наших читателей сиротой. Дальше. И вот здесь на экране вы видите стихотворение Кати Банниковой. Сейчас она уже выросла, наверное. Кстати, нам потом написала, что большую роль в ее становлении школьный библиотекарь оказал влияние, потому что дома не очень большая была библиотека, а именно школа ей дала. И потом вот учитель литературы и русского языка. И она победила в конкурсе, который мы проводили. И посмотрите, какие два четверостишия, как она точно... Не надо мне, да, читать, вы все, всем видно, да, прочитали. Вот. И дальше. Мы говорим о культурном коде сейчас на разных площадках, и он, конечно, должен лежать прежде всего в образовании. И необходимо сегодня вот эти ценности, духовный, внутренний фильтр заложить в наших детей. И несколько слайдов, сейчас очень много про импортозамещение, в том числе в образовании. Мы говорим, что наша цель – это всегда в России, до революции это было. Кстати, знаете, какой девиз был у Карла Мая в школе, который закончил Дмитрий Сергеевич Лихачев, Николай Бенуа и многие известные люди? Сначала любить, потом учить. И мы с вами как раз пространство, библиотека, ну и детская тоже. Там, где не ставят оценки, мы говорим, да, как на уроке, где не ругают, как дома. Это пространство вот такой любви, да, к ребенку. Дальше. И вот посмотрите, что у нас после революции произошло. Появился вот такой Джон Дьюи, который говорил, что цель в образовании – это прагматичный человек, прагматический, который способен приспосабливаться к условиям рынка. У них же уже в 20-х рынок был. Дальше. И вы видите, Крупская, решили его метод и печатать книги и внедрять в российское образование. Дальше. Ой. Пропущен один слайд. Там было сказано, что Сталин в 1937 году запретил издание, за одну ночь убрали книги Дьюи. Сразу вам скажу, я на одной научной конференции выступала с этими слайдами и про импортозамещение сказала. Несколько докторов наук, не буду их имена называть. Я же сканирую по позе, по всему. Я увидела, как они сидят уже, и вот кофе-брейк не подошли, потому что все это... Они до сих пор на Дьюи ссылаются. То есть настолько вот это вот ломание было. Или на одной тусовке, где слетелись самые такие, кто наше российское образование разрабатывает, значит, выступают, и все хают российское образование. А вот в Финляндии оно замечательно. Выходит представитель Финляндии и говорит, прежде чем делать доклад, я хочу прокомментировать тех, кто до меня выступал. Вы хвалите образование нашей страны. Вы правы.
У нас хорошая школа и хорошее образование. Но знаете, что в основе нашего образования лежит? Российское. То есть мы далеко уходим. Мы слишком много о компетенциях, обо всем говорим, да? Вот. И Хайм, и вот Дьюи – это пример. Дальше. Дальше вот видите, что дальше, да, в 1945 году. Они против России долго работали, да? Бросим все на оболванивание, дурачки. Прежде всего наших детей, да? Фальшивые ценности. Дальше. Потом нас присоединили к Болонской системе. Да? Потом переход на ЕГЭ и компьютеризация. Мы не против компьютеризации, цифровизации. Просто надо не забывать, как я сказала в самом начале, что это средство для того, чтобы, понимаете, вкусный такой контент, инновационный, образовательный создавать. И нам надо сейчас обучаться каким платформам, каким системам подключаться для того, чтобы предметникам помогать. Мы всегда многофункциональные были. До революции я когда диссертацию делала, я смотрела каталоги дореволюционных школ. Тогда нельзя было вмешиваться в свободу выбора учителем учебника. Огромная вариативность была. Только в каталоге 1915 года 4 страницы учебников по словесности. А какое качество информации было? Не было интернета. Но все учителя были хорошо информированы, какое у них информационное предметное поле. И они могли выбирать. И кто это обеспечивал? Обеспечивал библиотекарь. Потому что стыдно было учиться по учебникам, очень много читали. Были прекрасные фонды, и специальную функцию школьная библиотека тоже выполняла. То есть для учителей отдельно было. Когда я в Австралии приехала и увидела реализованную мечту, библиотека 6-7 классов, центр школы, все эти службы вокруг нее, все работают на библиотеку как контентчика, отдельная комната для учителей. Это лаборатория. А библиотекари обучены, их подключают их к информационному полю. Потому что, коллеги, уже это общеизвестный факт, что очень низкая информационная культура у наших педагогов. И поэтому есть такое выражение «внятный запрос». Они внятно запрос не могут сделать. И поэтому, если мы только будем учебники выдавать, а ни в одной школе мира я не видела, чтобы школьные библиотекари выдавали учебники. Там давно это из функционала выведена эта функция. Это делают клерки, директора школы. Мне говорят, это же тяжело. Библиотекарь только информационно-методическое сопровождение выбора делает. То есть он помогает выбрать. Вот. То есть выполняет свою работу как информационный лидер. Ну, про цифровизацию я сказала, что идет просто. И мы потом про искусственный интеллект. И поэтому вот импортозамещение, оно нацелено на повышение эффективности образования за счет осознания новых целей, идеалов, методов, да, которые опираются на законы психики. Вот. И сегодня уже во многих точках России появились школы по линии новосферного образования. Я у академика Масловой 5 лет учусь уже вот, новосферному образованию природосообразному. Поэтому какие-то вещи мы во второй части нашей лекции я с вами тоже это поделюсь, чтобы вы владели новыми такими подходами. Но видите, как они хорошо написали, что должны быть стратегические, да, что делать, технологические, как делать, и управленческие, то есть знать путь. Дальше. Сегодня очень много говорят коучи, HR в крупных корпорациях, что важнее не IQ, а EQ, эмоциональный интеллект. И могут быстрее уволить человека с высоким IQ, умного, профессионала, но у него низкий интеллект эмоциональный. Из-за чего его увольняют?
а он разлагает вот это пространство офиса, где люди должны креативить. Сегодня очень многие корпорации, вот, знаете, у нас эти башни Москва-Сити, я бываю там на переговорах, и там уже очень интересно выстраиваются офисы, как за рубежом я видела. То есть человеку создают, как в домах творчества раньше, для писателей, для художников. У них же не было норматива, да, столько должен сантиметров нарисовать в день и, допустим, столько страниц написать. У них были дома творчества. То есть человек искал место, где он может генерить идеи. И поэтому сегодня вот выстраивается в эту сторону рынок труда и очень многие офисы. И говорят, что, знаете, вот у меня коллега, сейчас там будут тоже слайды, Наталья Долина, вы ее можете в интернете найти, она такой известная, за ней губернаторы бегают, миллиардеры, директора банков. Я у нее как-то была в гостях, лекции проходила. Я говорю, как вот эта многозадачность, вот эта скорость, командировки и все остальное. А он мне говорит, Татьяна, Wi-Fi прочисть. Вот это показала. И тогда к тебе будет информация приходить. То есть сегодня эмоциональный интеллект, он позволяет, ну, то есть, знаете, да, что это такое? Это стрессоустойчивость, как ты сам с собой и как ты коммуницируешь с людьми. И как ты себя держишь в позитиве. То есть все время надо вот это утешить, возвысить, да, что-то такое сделать, ну, научиться все время быть позитивным. Потому что в негативе ничего не создается, только позитив. И оказывается, когда ты доходишь до этого уровня, я уже встречаю таких людей. Они ставят руки на клавиатуру и сами пишут. Это как у Дмитрия Ивановича, да, Менделеева. Ему таблица пришла. Ну что, говорит Татьяна Владимировна Черниговская, с которой мы работаем, да, и вот Маслова тоже академик. Не его же кухарке пришла таблица, с которой он жил в одной квартире, а ему. То есть там условия должно быть, у тебя должен быть подготовленным ум. То есть много ты занимаешься, тогда тебе открывается вот это пространство. Поэтому будем творческими, позитивными, чтобы к нам приходили, да, решения. Оказывается, все это можно. И вот вы видите на экране то, что сказал 31 мая 2011 года Владимир Владимирович. 25 января 2011 года я была в Новоагаре. И вот тогда сразу звонил Владимир Владимирович, и Людмила Александровна, тогда она была в статусе первой леди, она ему рассказала о нас. Вот, и мы пытались за несколько месяцев что-то сдвинуть, и пришлось Владимиру Владимировичу самому, значит, вот сказать. И мы считаем это днем рождения новой профессии педагога-библиотекаря, а во всем мире за 15 лет до этого прошла трансформация самой библиотеки и школьного библиотекаря в эту сторону. Поэтому мы идем по вектору международному. Какое отношение, вот я вам тут рассказываю про ноосферу, про все, да? Наш ведущий библиотековед Аркадий Васильевич Соколов, помолимся за него, он сейчас в тяжелом состоянии после инсульта в больнице лежит, и все питерское библиотековедческое сообщество переживает. Аркадий Васильевич, ну, есть мой учитель большой, я много раз была у него, особенно когда мы вот это вот проектировали, рождали новую профессию педагога-библиотекаря. Ольга Михайловна, вы, наверное, слышали его доклад в Башкинагорье, когда он сказал, ну, математик, педагог, преподает математику, физик физику. Можно следующий. А что педагог-библиотекарь преподает? Кто он такой? И вот мы проектировали, по 5 часов разговаривали, Ирина Ивановна Тихомирова участвовала. И мне очень дорого, потому что Аркадий Васильевич с Ириной Ивановной сочинили. А он футуролог библиотечный. Он всегда так про будущее говорит. И вот он сказал, ну я думаю, это и к детским библиотекарям
относится вообще к библиотечной профессии, что мы медиапосредники должны взаимодействовать с тремя сферами. Видите, библиосфера, как он назвал, да, мир книг, инфосфера, мир машинной информации. Ну, так, нас, мы понимаем, да, у нас с вами электронные ресурсы, да, и мы должны знать все платформы, источники. Вот я сегодня замечательно в 26-й школе была, да, и я сказала, обязательно надо президенту подключаться. Это бесплатно, но я недавно там с генеральным директором, я участвовала на пленарке у них в фестивале знаний. Я посмотрела, какие великолепные ресурсы создает президентская библиотека именно для системы школьного образования, для обслуживания детей. Поэтому очень пользуюсь случаем, вам говорю. И, конечно, ноосфера. Ноос – это разум. И в свое время Владимир Иванович Вернадский сказал, что в результате эволюции человека человек перейдет в ноосферу. И тот интернет, который мы с вами видим, это некая интеллектуальная оболочка вокруг Земли. Но Владимир Иванович предупреждал, что коллективный разум, который человечество создает, должен быть одухотворенным. А у нас сегодня технология опережает этику. Поэтому это наше поле работы. Да? Поэтому вот то, что библиотековеды говорят, да, сфера разума, да, куда переходить, это возможно, если мы будем, опять же, духовно-нравственным нашим воспитанием заниматься. Дальше. И несколько слайдов. А здесь детских библиотекарей много? Да. Поднимите. Вы извините, если я не на языке пользы вашей только буду говорить, да? Я немножко про школьные, но мне радостно, что вы дружите вместе с нашими специалистами, а всегда в партнерстве важно знать про другого партнера что-то, да? Поэтому вот ваша польза будет, может, немножко специфику, но чтобы понимать, как ваши коллеги, да, работают. Я немножко вот так объясняю. Значит, вот вы видите, в каком нормативном поле мы находимся. Коллеги, вот сейчас вы увидите слайды, которые мы подготовили для нашей профессиональной позиции, для министра нашего просвещения. И в понедельник будет встреча, там мы позиционируем. Дальше. Прям быстренько просмотрим, да, функции субъекта, да. И вот мы показываем нашу. У нас веками развивалась профессия как многофункциональная. То есть нельзя. И сразу же я сегодня говорила в школе, что ИПЦ – это сужение понятия библиотека. Библиотека – это шире, это ошибка наших чиновников, поэтому мне не очень нравятся эти ошибки. ИПЦ, я как разработчик концепции развития школьных библиотек сформулировала свою, потому что я считаю это неправильно. То, что мы называем ИБЦ. У нас, видите, всегда эти функции были информационные, и мы нарушаем закон о библиотечном деле с этими ИБЦ, потому что кто-то сказал, что информационно-библиотечный центр школы – это современная школьная библиотека. Понимаете? Но ни в одной стране мира я не видела, что там медиатека называется. Это тоже, это часть. Библиотека. Библиотека – это шире, такое понятие. Дальше. Вот негативные тенденции. Вы видите, недоработанная нормативка, да, поэтому многие недоработанные библиотекари не переходят. Потому что у вас, я поняла, зал библиотеки, да, там на 1000, вроде бы это правильно. Вот. Дальше. Недофинансирование. Вот это острейшая проблема, то, что ваши директора школ не могут закупать художественную литературу, да, столько учебников. Разрешено из бюджета. Вот через секретуру, да, детские журналы, чтобы у вас вот эти средства были выделены. Дальше. Материально-техническая база, сокращение, жесточайшая проблема, кадровые проблемы, потому что совершенно ничего не развивается, как мы говорим, инфраструктура непрерывного образования. Правда, сейчас РГДБ
вместе с главным вузом культуры Московским государственным институтом культуры и искусств открыли кафедру, восстановили кафедру. Вот я там тоже буду работать по школе. Мы сейчас программу представим и восстановлен факультет библиотечный. Александр Михайлович Мазурицкий возглавил. Будем надеяться, что прорыв какой-то будет. Система непрерывного образования – это подготовка, переподготовка и повышение квалификации. Вот надо эту систему развивать. Ну, ответственность библиотек, как мне в министерстве говорили некоторые чиновники, полномочия субъекта. А что мы можем? Понимаете? А субъект начинает на муниципальный уровень. А муниципалы как будут? Понимаете? Поэтому наша задача сейчас выстроить всю нормативку так, чтобы мы не мотивировали чиновников, а чтобы они выполняли и нормативно было это все закреплено. Дальше. Вы видите, что 13 марта 2021 года Мишустин подписал стратегию развития библиотечного дела. Она подразумевалась межведомственной, но готовил РБА, я член управления развития библиотечного дела. Мы на 3 страницах прислали ваши заполнения, они не прошли. Моя задача как члена Координационного совета по реализации вот этой стратегии включить наши проблемы и добиться того, чтобы стратегия была для нас ресурсом решения наших проблем. И вы видите, мы сформулировали, какие риски для библиотек сферы образования. Потому что совершенно ничего. Сегодня, коллеги, все перешло, этот федеральный план переходит на региональный уровень. У вас создаются региональные стратегии развития библиотечного дела. И важно, чтобы представители и школьных, и детских библиотек были в составе этих координационных советов. Потому что какая будет программа, такие финансы будут из вашего регионального бюджета закладываться. Нельзя пропустить этот момент. Потому что мы можем тоже эмоционально говорить, но если денег не будет, то ничего. И поэтому сегодня вот это тоже важный слайд. Дальше. Механизм, как мы видим, механизм решения, да? Что у нас с вами ушла дорожная карта, дорожную карту надо продолжать по реализации концепции развития библиотек, расширить вот то, что я сказала, межведомственных советов, наших представительства. И необходимо на федеральном уровне, конечно, научно-методическое развитие, потому что раньше, в те годы, кто в 90-е работал, сильнейший научно-методический отдел был. Сегодня это 1,5 ставки, и практически люди не имеют библиотечного образования, и, в общем, очень сложно с ними работать. И Ушинка – это структурное подразделение Российской академии образования, которое не подчиняется Министерству просвещения. Деньги разные, она под Минобрнауки. Понимаете, сегодня Васильева Ольга Юрьевна, которая руководит Российской академией образования, говорит директору Ушинки, что вы научно-педагогическое, мы уже это проходили, закрываете методический отдел. Поэтому, если наши минкультовские имеют замечательный научно-методический отдел РКДБ, в Ленинке сильнейший отдел, в РНБ в Питере сильнейший научно-методический отдел, 42 тысячи работников школьных библиотек – это целая отрасль, не имеет на федеральном уровне научно-методического сопровождения. Поэтому мы это поставили в риск. И пока наука жива, я в июле со слезами похоронила Ирину Ивановну Тихомирову, которая мне была и духовной мамой, и учителем, она мне помогала кандидатскую защищать. Видите, сейчас Соколов болен, но ему 89 лет, понимаете? Юрию Николаевичу Столярову 85, 30 октября. То есть уходят
приходят наши учителя большие, поэтому надо прорыв сделать, пока есть на кого опираться. Кто больше нас понимает наши профессии. Дальше. Ну и быстро пролистаем, да, это модернизация библиотечной системы. Вот мы видим, как надо развивать, сохранять библиотечный фонд. Дальше. Обеспечение равного и свободного доступа. Вот мы здесь показываем, что надо формировать образ библиотеки как пространство знаний, воспитания, проектной деятельности. Я недавно как эксперт выступала в Государственной Думе. И я сразу, поскольку знаю, каковы это библиотеки, и такой психологический барьер в зале был, значит, я сразу сказала в первых словах, что мы не про хранение и выдачу, мы совсем другое пространство. И безопасности информационной, социальной, и пространство новых смыслов. Вот начала с этого, знаете, как собрала внимание сразу, и стали по-другому. Я, конечно, используя ресурс федерального законодательного органа, да, решила, чтобы лоббирующая сила была с их стороны в отношении школьных библиотек, потому что говорила на языке пользы для детей, что ребенок имеет право на хороший фонд, особенно в сельских школах, на квалифицированного помощника. Вы знаете, мне в свое время отвлеку. Давайте дальше. Пока будет, прям представим. В свое время лежала после прединсульта в больнице на капельнице, и мне звонит Екатерина Юрьевна Генева. Это звезда наша библиотечная была, еще была жива. Это библиотека иностранной литературы. Звонит Генева, я ей не признаюсь, что это лежу, и говорит: знаешь, приехал Дэйна Джой. А Дэйна Джой это был сенатор американский, который занимался всю жизнь чтением, и он разработал вот этот знаменитый проект «The Big Read» – большое чтение. Или знаете, как один город, одна книга, или школа, одна книга. Ну, знаете, да, когда все читают одну книгу, и потом вот рефлексия там и так далее. Вот. И она говорит: я для тебя выбила час. Можешь с ним поговорить, интервью, формат, как хочешь. Ну, мне кто-то там трофейные коробки конфет лежали, кто-то принес. Я, значит, медсестре через заборы, ребята меня, значит, Дэйна Джой привезли. И переводчики, синхронисты так переводили и меня ему, и его мне, что мы не чувствовали барьера языкового. Захлеб. И он мне потом говорит: знаешь, самые умные люди чтением занимаются на планете. И мы потом обнимались, когда у меня журналисты просили фотографию, я потом отрезала и думаю: боже мой, я после капельницы, бледная, там все. А человек меня так вдохновил, что у меня лицо такое прям красивое было. Что я думаю, ну надо же, как бывает, когда ты общаешься. Но, конечно... И вот он мне сказал: ребят, потрясающую правду. Он говорит: ты проводи исследования, и этим наверху чиновникам доказывай. А я говорю: а какой вы провели? Он говорит: например, для школьных библиотек они сделали. Они доказали, сколько книг у ребенка дома стоит, сколько на полке в школе и какой квалификация библиотекаря. От этого зависит точная корреляция с успеваемостью. И мы доказали, знаете, что они в Америке сделали? У них же Лора Буш школьным библиотекарем была. Вот. Они взяли, она что смогла, то, что Вернасана переживала, говорит, взялась за неподъемную тему. Так и поднять не могла. Что Лора Буш сделала? Она защитила строку комплектования фондов школьных библиотек в национальном бюджете. Приходит Обама. Финансовый кризис мировой начинается. Он берет и вычеркивает эту строчку. Что на следующий день сделали сообщество, у них есть ассоциация, ей, правда, больше 100 лет. Мозгашка еще стали, они, понимаете, больше 100 лет работают. На следующий день во всех газетах, во всех штатах было написано, что дети Обамы имеют доступ к хорошим книгам.
А американские школьники теперь не имеют. Обама за один день внес обратно в федеральный бюджет финансирование. Вот, представляете, так что вот немножко про Дэймон Джои, потом кафедры теории чтения в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств руководил долгое время Владимир Семенович Корыденко. У меня с ним связано два ярких события. Первое, когда в середине 90-х я к нему пришла, но он знаменитый был. И, кстати, на этой кафедре очень многие специалисты по чтению работали, в том числе Ирина Ивановна Тихомирова, Валентина Александровна. Я вошла к нему в кабинет, и висит портрет Высоцкого. И мы хорошо поговорили, я ухожу и останавливаюсь и говорю: Владимир Семенович, а вы, наверное, любите творчество Высоцкого? Он говорит: нет, Татьяна, просто асоциалочка. Люди забывают, как меня зовут, а они смотрят на портрет. И вот у них, у всех специалистов этой кафедры все время была вот эта ассоциалочка. Ну, то есть, чтобы у нас ассоциативная память работала. А второе, на одной из конференций по чтению, вот так мы сидели, он, выступая, сказал великие слова. Вы знаете, мы здесь все собрались, те, кто занимается, вот это у меня с Дэймон Джои просто соединяется, все, кто здесь собрались, занимаются великим делом, можно сказать, планетарным. Делает паузу и говорит: чтение. И на нашей стороне все лидеры мира и России, потому что они стали лидерами благодаря тому, что им много читали. Они потом много читали и до сих пор читают. И поэтому, когда мы проводили круглый стол «Читающая Россия. Воспитание лидеров», вот мы это тоже говорили. И видите, как и Дэймон Джой сказал, все великие люди мира занимаются чтением, и ты продолжаешь этим заниматься. Потому что мы взахлеб говорили, а как все-таки развернуть. И мне так радостно, не я же такая великая, да, что там и Путин попал, и Путин узнал, и Жукова, что такая есть. И, как на самом второй раз, когда он позвонил, а моя жена разведчика, она ушла, да, разговаривать. Потом приходит, все ему рассказала. И про тебя, и про твою Татьяну Петровну из Вологды. Ну, я рассказывала про библиотекаря сельской школы. Какая она уникальная. Вот, она все ему рассказала. Будем думать, как решать. И вот видите, сказал даже под камерой. И слова, да, приготовил. Вот так, все бросил, и школьники говорят, и все равно, ну, видите, не можем встретить. Ага, дальше. Ну, это вы поняли, отдельно еще каждый рассматривает. Вот здесь останавливаемся. Я его часто показываю, это мой любимый слайд, потому что он опорный. Вот давайте смотреть. По центру у нас репетитор, на которого свалился 9-й вал информации. Мы были больше 10 лет в Сингапуре на мировом конгрессе. И смотрите, больше 10 лет выступает Google, говорит 10 тысяч изменений в день. Выступает ЮНЕСКО. Каждые 2 дня идет удвоение информации на планете. А в ребенка вкладывают все так же огромный объем информации. А сегодня говорят о том, что человека достраивают. Вот видите наверху? Достройка идет. Есть у Фигенберга такая книга «Достроенный человек». И он говорит, в результате эволюции человека все время достраивали. То ему камень, то ему одежду, огонь. Огонь по степени влияния на развитие человека, вернее, не так. Интернет, открытие интернета по степени влияния на эволюцию человека сравнивают с открытием огня. Понимаете? И вот сегодня нас достраивает искусственный интеллект. Робот. Для чего? Это левое полушарие. И вот я сегодня областному научному директору подарила книгу «Искусственный интеллект». Я потом пришлю, и я сейчас добилась того, что полтиража бесплатно дают автор и издатель. И там очень популярным языком объясняется, что искусственный интеллект – это просто бренд.
Это софт, это машина. Пока она не, искусственный интеллект не дорос до уровня сложности человека. И вот эта достройка, да, видите, Татьяна Владимировна Черниговская что говорит? Что безответственно не готовить детей вот к этому сложному миру. И она говорит, мы что, для этих железных ребят готовим этот мир? И я на площадках обычно говорю, нельзя кванториумы, робототехникой с нашими детьми заниматься, не развивая природный интеллект. Потому что это только достройка человека. Человек-то главный. И мы с вами во второй части будем этим заниматься. И главное, вот это слово я все время экзистенциальное. Сегодня слышите это слово, сразу вспомнила Чечню, уже после войны приезжаю, уже там стали восстанавливать все. И едут из районов на автобусах школьные библиотекари. Ну, я читаю, там говорю, когнитивный вектор, когнитивное развитие, вот это. И там один район дальний, они должны были после обеда уехать. Они встают, руку поднимают и говорят, Татьяна Дмитриевна, вот это слово на букву К, продиктуй по буквам. Раз Жукова говорит, что мы теперь это когнитивно даже, будем заниматься, только слово правильно. Я думаю, ну святые, в общем. Вот теперь у нас это слово с вами экзистенциальный, да? Это внутренний. Если в интернете посмотрите, это сущностный. Вот сегодня самый главный вектор – это развитие внутреннего человека. Понимаете, это наше поле. Вот мне нравятся слова у Гоголя. Он сказал, в нем не вырос внутренний человек, а Горький продолжал, ему нечем жить. И сегодня ребята, которые в гаджетах, да, молодежь, они ходят мимо нас пустые, понимаете, бытовуха. Им не дали вот этой прививки. И в этом контексте я хочу сказать, что я недавно была в Московском доме ученых на секции книга. 60 лет уже секции. Там великолепные доклады бывают. И вот был доклад профессора МГУКи Натальи Викторовны Лопатиной. Назывался «Цифровой мир чтения». И из этой лекции я вытащила, мне очень понравилось выражение, я его часто сейчас транслирую. Она сказала, что мы живем одновременно в 3 мирах. Материальном, вот вещи вокруг нас. Второй мир – это виртуальный, в интернете, да, в соцсетях. А третий мир – мир фантазии, воображения. Вот этот мир лучше книги не наполнишь. Если ты правильные книги читаешь, да, ты наполняешь. Но этот мир, в свою очередь, наполняет оба мира. Понимаете, если мы интересны, мы интереснее организуем и дома, да, жизнь, и вокруг нас. И в сетях-то интересно, не бытовуха одна, понимаете, а ты какую-то информацию, вот то, что сегодня создается интернет, коллективный разум, да, мы же нажатием кнопки попадаем в информацию, да, какое-то лекарство еще. То есть кроме фейков, кроме отрицательного, мы же создаем великолепный контент. Вот. А мы с вами источники достоверной информации. И поэтому, ребята, учить надо, как наполнять. Я вот в Артыке работала с ребятами целую неделю. И была 70. Конечно, там ребятки с достижениями. Понятно, интересные. Но я и там сказала, а чем ты наполняешь интернет? Ну, я про информационное мировоззрение, которым мы должны заниматься. Мучаешь кошку и лайки собираешь? Или все-таки коллективный разум ты начинаешь, да, развивать? Вы знаете, ребята задумались. И мы долго, мне такое, знаете, там я педсовет по чтению проводила, интервью большое давала, старт «Читающей России» мы там дали.
Но я так утомилась, и вдруг мне в предпоследний день, значит, говорят, завтра в зале 4 дружины будут приходить, по 10 минут, Татьяна Дмитриевна, будешь перед ними выступать. Я говорю, а что рассказывать детям? А говорит, про чтение. Я говорю, ну да, на сцене будет четко это сидеть, нудное. И, значит, я должна про чтение. Я думаю, как взять их. Вот приходят такие, знаете, 9 класс с девочками, там, и это, ну ладно, там галочку поставим, послушаем. Это Жукова там с журналистом на сцене. И я, значит, говорю, ребята, вы знаете, что такое форсайтное мышление? Сразу, внимание, нет. Я говорю, форсайт – будущее. Вот насколько ты можешь будущее, точку Б поставить вперед. Вот когда я была в Сингапуре, тишина, четко-то в Сингапуре была. Значит, я, значит, им говорю, что они на 50 лет. Вот давайте сейчас подумаем, хотя бы лет на 10. Точку Б поставим, потом вернемся в зал. Так вот, я вам скажу, через 10 лет рынок труда будет такой, что вы, как исполнитель, будете 0 копеек стоить. Самое главное, креативное мышление, все. И тут я мостик и на чтение. И что это лучшее развитие мозга, все. И они потом ко мне подходят, ну, знаете, это автограф-сессия. И я говорю, а что вы хотите? Расскажите, а приходите к нам, а такой пацан подходит и говорит, тетя, а чем мне почитать? Я думаю, yes, я это сделала. То есть, понимаете, вот это вот, как нас учили в маркетинге, первые там 30 секунд, минуту надо на языке пользоваться не своей, а тому, с кем ты говоришь. И то есть вот с ребятами можно тоже, очень трудно. Это как мы соревнования летели на Камчатку, у нас ближе не получилось. 8,5 часов летели, искали ключевые слова на языке пользы родителей. И вместо 1,5 часов большое родительское собрание по чтению муниципальное перекрыли нам двери отцы директора школ на 3,5 часа про чтение. Говорили, а нам организатор говорит, Жукова, закругляется, это там рыба, икра, там источники. Вот. Ну, пришлось, потому что народ требовал, нам ведь никто так про чтение не рассказывает. Вот. И там, значит, ну, потом еще. Да. То есть вы поняли, да, про мальчика. И самое главное, у нас душа. И библиотека с древности, аптека для души. И давай, пишем. И мы говорим, что самое главное, чтобы детям было, что книга – это не источник информации, а строительный материал для развития его души. И тогда у него расцветет этот цветок, и мир вокруг него еще раз нажимает, тоже расцветет. И вот у нас такой, когда ты делаешь сейчас прям плохой сайт, не ругайте меня, деньги не дают. Вот мы делали вот такую картинку, а художник, который вот этот, видите, рисовал цветок, похожий на открытую книгу, душу, да, аптека для души. Художник, который делал, он мне говорит, ну дай мне какую-нибудь там информацию, какие-то, как, извините, от вас далеко, больше той половине, почему-то вот надо проуважать левую часть тоже для меня. Значит, говорит, ну, расскажи, какие-то эмоции дай, чтобы я вот сочинила этот твой образ, да, вот это, то, что для Эршбах. И я ему говорю, знаешь, я когда-то в греческом зале была, помните, как Райкин в греческом зале? И там замечательная экскурсовод была, рассказала то, что меня потрясло, что в Греции нельзя было воять плохих людей. Но если по сюжету нужен был плохой человек, то его вояли с полой грудью. Туда помещали горшочек и, значит, такое зерно цветка, красоты. Философия была такая. В этого человека Бог тоже посадил зерно красоты, но душа его засохла. И в нем не выросло это. Дальше. Там каждые 10-20 лет детский библиотекарь, по-моему, это в Санкт-Петербурге,
проводит исследования среди детей на хороших и плохих героев. И вдруг в 90-е Настенька из «Аленького цветочка» попадает в плохие герои. У детей спрашивают, почему? А они говорят, старшие сестры Чумага просили в отца, а это, говорит, какой-то не знамо чего. Вот. Ну, кстати, у них старуха из сказки о рыбаке рыбке попала тоже в хорошие дела. Вот. То есть для нас маркер, да, что дети не расшифровывают мысли, смыслы. И вот это. Но очень многие писатели, когда читали Сергея Тимофеевича Аксакова, например, Гоголь, говорил, что я так никогда не напишу. Аксаков был же старше всех. И очень многие, Соловухин и другие, писали, что это вот это русское, потому что все главное у тебя внутри. А дети не поняли, что «Аленький цветочек». Я этому парню тоже про «Аленький цветочек» рассказала. И вот родилось так, что вот такое, что мы говорим, чтобы не засохла душа наша от того мира, в который он попал, чтобы он мог, понимаете, сохранять вот это красоту. На суд полезно, да? Про цветов-то дальше. Вот. И мне очень нравится Владимир Петрович Зинченко в свое время в Доме ученых, как они разговаривали с Ольгой Владимировной Черниговской. Это пышное, это интеллигенция, это этика другая, это колоссальные знания. И вот посмотрите, Зинченко выступал с лекцией «Размышления о душе и ее воспитании в Японии». И в самом начале сказал замечательную правду, что воспитание души – вечная проблема. И каждое новое поколение людей ищет свои пути решения. Но то, что все-таки мы существуем, говорит о том, что находит. И дальше он сказал, раньше психология душой занималась, а теперь она занимается тем, что нет души, да, и вот издержками этого. И поэтому мы с вами еще и психологи, да, и вот это тоже наш вектор развития, поэтому я в презентацию включила эту правду. Дальше. И вот я говорила уже о Наталье Долиной, которая вот это «Война прочесть», да, они сделали сейчас проект, и вот она пишет, что надо совершать переход. Знаете, вот от «Аль» к «Ю» и к «Ю» идет переход, а дальше будет «Лав» к «Ю». То есть в результате развития человека мы все-таки будем, да, вот это, повышать свой ресурс и научиться любить всех. И поэтому она говорит, что надо переходить. Ой. И создан такой проект «Самосознание. Мудрая школа». И как бы направление создания школы будущего. Вы видите, да, идеологию проекта на экране. Потом можете презентацию взять более подробно, да, а мы продолжим. И цель проекта – жить, а не выживать, и способствовать формированию нового культурного кода общества. Дальше. И школу будущего мы видим как саморегулирующуюся систему, когда родитель становится партнером по развитию, школа как пространство любви, безопасности, доверия, а педагоги как наставники и партнеры по развитию. Коллеги, если у вас, в том числе в детских библиотекарей, вот это вот как-то, да, и потом еще повнимательнее посмотрите, откликается, резонирует, мы готовы вас в этот проект пилотный город строить. Потому что это будут очень интересные вебинары. А то, что про Наталью Долину я была, это, поверьте, банкиры, очень крупные корпорации учатся, потому что генерация идей, она идет вот сверху, не от исполнительского уровня, да, не как раньше менеджеры, там, знаете, исполнительные директора. Сегодня необходимо вот переходить на такой уровень, то есть уметь творчески воспринимать информацию. Дальше.
И вот здесь еще один тренд общемировой. Вот, ребят, левая сторона вообще болтает. Вам не интересно, а я нервничаю, что я говорю не то. Скажите, я то говорю? Да? А левая сторона болтает. Значит, как это, я говорила, удаляют из пространства, потому что разрушают. Вот. Но некоторые мне потом говорят: Татьяна, не обижайтесь, мы сразу обсуждаем. Я говорю, не надо мешать другим, потому что, видите, у меня тембр меняется. Я все время в эту сторону смотрю, думаю, как бы угодить, как бы их внимание взять. А вы мне помогаете, а вот левый не друг со мной. Так, значит, вот посмотрите на этот тоже слайд, который я включила в нашу с вами лекцию. Это общемировой тренд. То есть сегодня у нас раньше иерархия была, да, и управление, регулирование шло через ведомство, министерство. Сегодня появляется горизонталь. Ассоциации, волонтерские движения, профессиональное сообщество. Горизонталь чем сильна? Генерация идей. Мы, как творческий муравей, все время работаем 24/7. Иерархия чем сильна? Тем, что она нашу идею может быстро до низа довести. И вот это сейчас вместе. Но будет вот ткаться такая новая ткань мировая. И сегодня в России вы видите, сколько много клубов по интересам, волонтерских. То есть самоорганизующемуся миру нет альтернативы. То есть самоорганизация – это одно из ключевых слов сегодня. Поэтому, чтобы вы понимали, это не просто, да, какое-то отклонение, да, от нормы, а это вот вектор. Дальше, тоже для расширения контекста. Вы видите, что сколковские ребята говорят, я училась сейчас тоже у Паши Сколковой, что сегодня у нас переходный период, который называется турбулент. То есть мы находимся в состоянии хаоса. Для чего? Войны, все, что мы с вами видим, для того, чтобы разрушить старый мир. А новый какой построен. Но надо понимать, что сегодня вот этот переходный период для цивилизации. Появились специалисты, которые называются специалистами по сложности. Вот они из того, да, из той точки Б объясняют, что сегодня, и, кстати, в хаосе работают творческие люди, потому что для них это пространство, где можно сломать стереотип, да, и что-то новое сделать. Поэтому можно на это еще и позитивно посмотреть. Но если ты держишь контекст, понимаешь, потому что можно раствориться в этом. Почему говорят, вот мы, значит, сейчас находимся, чтение у нас, как же это называется, мир по миру, сейчас склерочник, не, сейчас я добью и перерыв. Вот когда чтение у нас, скажем дальше, про это слово вспомню. Значит, у нас чтение с листа, чтение с экрана и аудио. Да? Аудио на 30% в рынке выучили. С листа мы, как профессионалы, в том числе книжного рынка, должны что понимать с вами? Что 75%, 80% на планете продается в печатных книгах, структура книжного рынка, повторяет мировой, повторяет Россию. 20-25% продажи электронных. То есть планета пока читает с листа. И поэтому, когда родителям это объясняешь, они переезжают от пап, мам, бабушек, дедушек в новую квартиру, но они же от межпоколенческой библиотеки уезжают. А они ставят компьютер ребенка и думают, что все. А во всех странах Юго-Востока, где я стажировалась по национальным программам чтения, прежде чем переходить на электронные учебники, этому предшествовала огромная национальная программа поддержки и развития детского чтения, и были полностью переукомплектованы детские и школьные библиотеки
замечательными детскими книгами. Потому что все исследования зарубежные и российские доказывают, что тот ребенок, который хорошо читал с листа, он же хорошо читает в интернете. Что значит хорошо? Электронное чтение, цифровое, да, еще не устоялся термин, это другая когнитивная нагрузка. Ребенок может... В чем сложность? Ты можешь уйти, уходишь по ссылкам, забыть контекст, то есть не держать контекст. То есть нейронная сеть, мы про это потом будем говорить, нейронная сеть не держит, понимаете? Поэтому обязательно надо научить ребенка на печатном. А аудио, поскольку у нас разные модальности с вами, мы родились с 3 главными модальностями. Визуалы, аудиалы и кинестетики, которые чувствуем, да, думаем. Так вот, оказывается, мыслительная деятельность связана с нашими ведущими модальностями. Заодно говорю, если у вас плохие отношения внутри семьи, со свекровью, там еще с кем-то, да, с заловкой там, или на работе, послушайте глаголы этого человека. Потому что часто бывает спор, а предмета для спора нет. Один говорит «слышите», другой «видите», а третий говорит «чувствуете». Просто разные модальности. И вот у Юрия Михайловича Лотмана я прочитала, что он говорит, я понял, что хорошо думал Пушкин, когда брал перо и писал. А я хорошо думал, когда говорю. И я стал с помощью студентов вытаскивать из себя мысль, создавая какой-то спецкурс. Понимаете? И когда я в Австралии увидела, что библиотекарям нейробиологи курсы проводили, я говорю, а что они вам дают? Они говорят, приходит ребенок в 1 классе, я его записываю в библиотеку. И я разговариваю и определяю его главную модальность. И она на карточке это проставляет. А дальше они в информационно-комфортное место этого ребенка направляют. Так же и в Южной Корее. Понимаете? Вот в чем вот эта педагогическая сущность, да, педагога-библиотекаря или детского библиотекаря, чтобы он помогал. Я думаю, ё-моё, я в 60 лет только это узнала. Меня все время ругали, Жукова, хватит болтать, там, формулируй. Понимаете? А я узнала в 60 лет, что, оказывается, я аудиал. Да, поэтому, потому что Бог меня такой создал, вот, чтобы вам там рассказывать там все. Но мне иногда, чтобы сделать презентацию, мне надо кому-то с кем-то поговорить. И я поняла, что это вытягивается. Я вам потом про мозг буду рассказывать. У меня, вот мы сейчас с коллегами говорили, у меня, например, приступ домоводства начинается, когда надо писать доклад. У тебя дедлайн, и я хожу, и мне какой-то голос внутри, сиди, работай. Нет, меня прям вот разбирает. Посуду помыть, еще что-то. То есть я прячусь от работы. А потом я в лаборатории творчества, я очень много вот этим занимаюсь. Я узнала, что нельзя ругать себя. Мозг работает, даже когда ты моешь посуду, чем-то другим занимаешься. То есть идет подготовка, а потом точка, называется обострение. Я потом с вами сотрудником говорила, у меня обострение. То есть я довела себя, уже идет выплеск. Вот представляете, как тонкая, какая природа человека. И поэтому я на своих лекциях, тренингах передаю эти знания, чтобы как бы было здорово, когда мне вот такой объяснили про меня. Как мне учиться, как мне знать, как в Южной Корее, да, и ребенка там или к аудиокниге, или к видео, понимаете, это тонкая работа, но мы обучаем этому за несколько минут. Игоревна, давайте немножечко внесем к вопросу, да, вы, наверное, тоже не стали, хорошо, похлопаем за первую часть. Да.